Четверг, 28 августа 2025 года. За окном в Башкортостане 9 часов утра, и это время начинать прямой эфир утреннего информационно-аналитического шоу «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня с вами вновь я, Руслан Валиев, и с нетерпением жду, как обычно, вашего участия в нашей встрече. Для этого достаточно зайти в трансляцию, которая идет в YouTube-канале или в Telegram-канале нашего медиапроекта. Здесь у нас эфиры прямые, ну а, соответственно, если вы смотрите в записи нас в вышеуказанных площадках или каких-то других, тоже я всех рад приветствовать. Неважно, какой это формат просмотра, прямой или не прямой. В любом случае, если ваше внимание нам уделяется, это дорогого стоит. Низкий всем поклон, особенно низкий и глубокий поклон тем, кто нам помогает иногда какими-то финансовыми пожертвованиями, которые, кстати говоря, всегда принимаются и даже с территории России, с территории Башкирии. Они сейчас допустимы, возможны с помощью сервиса Boosty, который у нас в описании присутствует. Кстати, YouTube-канал для тех, у кого есть карты иностранных государств, тоже позволяет помогать. Ну, а я, соответственно, ваши сообщения уже вижу. Римма, Яна Башкирт, Стобавовна, наши верные друзья уже здесь. И это прекрасно. Что ж, будем постепенно погружаться в повестку. Для этого у нас есть новости в стране и в мире по итогам минувшего дня, а именно среды. Давайте их послушаем для начала. Российские власти внесли в список нежелательных две правозащитные организации. Список пополнили бельгийская Protect Defenders и международная Civic Solidarity Platform. Первая предоставляет поддержку правозащитникам, которые подвергаются преследованиям из-за своей деятельности, а вторая представляет собой большую коалицию правозащитных НПО. Сбои в работе Google Meet у россиян не связаны с техническими проблемами на стороне Google. Об этом РБК сообщили в самой компании. Проблемы с доступом к сервису у российских пользователей возникли во второй раз за неделю. Второй раз был вчера в среду. В Роскомнадзоре утверждают, что не ограничивают работу сервиса. Остается в итоге загадкой, что это за проблемы. Власти Воронежа согласовали митинг в защиту свободного интернета. Об этом сообщили в партии «Рассвет», основанной политиком Екатериной Дунцовой, которая, кстати, внесена в реестр иноагентов. Акция запланирована на 16 часов в воскресенье 31 августа. Организаторы выступают против блокировок и ограничений в поддержку свободы слова. Замглавы Курской области Владимир Базаров арестован по делу о хищениях при строительстве линии обороны на границе, сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, подозреваемый завысил стоимость строительства противотанковых заграждений. Всего фигуранты этого дела, как считают следователи, украли более 250 миллионов рублей. Правительство Украины отменило запрет на выезд из Украины для мужчин от 18 до 22 лет включительно. Соответствующие поправки вступили в силу накануне. Мужчины могут покидать страну при наличии паспорта и военного билета, пояснили в Министерстве внутренних дел Украины. Двое детей в возрасте 8 и 10 лет погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, в США. Еще 17 человек, 14 из которых дети, ранены. Нападавший застрелился, передает Reuters со ссылкой на начальника полиции города. Его личность и возможные мотивы пока остаются неизвестными. В
В Казахстане прекратили продажу билетов на концерт Полины Гагариной. Это произошло после волны недовольства по поводу приезда певицы, которая поддерживает войну. О том, что информация о предстоящем шоу исчезла как со страниц организаторов, так и с официального веб-сайта Гагариной, пишет местный портал InBusiness.kz. При этом официальной отмены выступления пока не произошло, как минимум об этом пока не сообщалось. Вот такие у нас новости с вами есть по итогам среды, 27 августа. Некоторые из них, надо сказать, прям-таки вдохновляют и обнадеживают, как в частности новости из Казахстана, который все больше и больше проявляет сознательность благодаря этой самой сознательности, которая есть у каждого. И, знаете ли, видимо, понимание, осознание той же самой опасности, которая исходит от северного соседа, этого самого осознания становится все больше и больше. Прекрасно. Надо сказать, не только из Казахстана, если говорить про бывшие советские республики, но и из некоторых других у нас приходит очень любопытная информация, которая также вдохновляет и обнадеживает. Впрочем, обо всем по порядку. Поэтому давайте перейдем к новостям нашей республики, ну а там в процессе уже и к Баку и его тематике также обратимся. Что касается, кстати, сервисов, позволяющих звонить между собой, напишите, кстати, как у вас, если вы живете в Башкортостане, на территории России, насколько это остается возможным без использования VPN. Google Meet, Signal тот же самый. Я напоминаю, что мессенджер Signal, он самостоятельно обходит блокировки, если зайти в настройки мессенджера, конфиденциальность, расширенные, и активировать опцию «Обход цензуры». В этом случае звонки через Signal работали, как минимум, вот накануне и в предыдущие дни. Что касается Google Meet, вот есть тревожные сигналы. Как у вас? Сообщите. Давайте будем делиться этой информацией. Так, Яна Башкар пишет, в Уфе тоже надо отменить концерт Гагариной. Так надо-то оно надо. Возможно ли это сделать в Уфе? Может ли кто-то возмутиться для начала, а дальше прислушается ли кто-то к тем, кто возмущается? Что-то есть пока большие сомнения насчет этого. Так, ведомости пишут, что Гагарина – любовница ядерного Димона. Пускай ему пойдет и плачется. Ух ты, для меня эта новость, не знал. Может быть, это так это или не так. Вообще, на самом деле, это не так важно. Важнее, конечно, то, что эти люди делают в последнее время. Вот. Ну, а в республике у нас вчера день завершился серьезным ураганом даже, я бы сказал. Ну, не в республике, в Уфе, в частности. Сгустились тучи, на небе сформировались очень живописные виды, когда в переплетении кучевых облаков солнечный свет разыграл самые разные картины, там от желтого до ярко-красного. И все это сопроводилось серьезным повышением силы ветра. И не обошлось без ЧП. В частности, в Затоне порывом ветра снесло детский батут надувной, в результате чего несколько человек получили травмы. Понятно, что экстренные ситуации, такие как сильный ветер, возникают не каждый день, но все-таки возникает вопрос, а как же все-таки организаторы подобного рода развлекательных комплексов, скажем так, готовятся и страхуются. К счастью, обошлось без жертв, хочется сказать, в этой ситуации. Вот. Также есть, конечно, случаи падения других предметов, срыва табличек и так далее. Но, по крайней мере, я не видел новостей о том, чтобы кто-то серьезно пострадал. Поэтому тут остается призвать всех быть внимательными и осторожными. Особенно, когда в природе начинаются процессы, связанные со сменой сезонов.
Тут, знаете ли, волей-неволей вспоминается серьезнейший ливень в той же Уфе, который случился в первые дни сентября 2017 года. Помните, может быть, когда серьезнейшие потоки, реки буквально накрыли центральные улицы, включая проспект Салавата Юлаева. И это не просто образное выражение. Тогда движение было буквально заблокировано. И во многих местах, учреждениях, на первых этажах зданий, полуподвальных помещениях оказалось огромное количество воды. Тематика обсуждений тогда склонилась к тому, что вот в Уфе такой нехороший мэр, Ирик Елалов еще был, я напомню. Вот. Ну, а мэрия оправдывалась тем, что в последние десятилетия в городе мало внимания уделялось развитию ливневой канализации. Кстати, прошло уже 8 лет с тех пор, целых 8 лет прошло. Изменилось ли отношение к ливневой канализации с тех пор? Хотелось бы спросить. Не знаю, по крайней мере, этим особо в мэрии сами по себе не хвастались. Поэтому, значит, если не хвастались, мы можем сделать вывод, что нет, ВОС и ныне там, ничего в этом направлении не изменилось. Хотелось бы ошибаться. Если ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, у кого есть иная информация. Клара шутит, не может быть у Димона любовниц. Да. Клара также пишет, у нас с мегафоном прям беда. На работе только по городскому возможно звонить. Ага, то есть даже обычная мобильная связь у вас хромает. И не просто связь, не то чтобы связь через мобильный интернет. Понятно. Деградация идет по разным фронтам, получается. Вместо того, чтобы переходить на сеть 5G, которая, кстати говоря, уже устаревать начала, у нас даже сеть 4G, которая была внедрена в 2014 году, перестает работать. Потрясающе. Так, как говорится, победим. Так, Азат к нам присоединяется, Руслан Гельманов также здесь. Друзья, очень рад всех видеть и чувствовать ваше присутствие. Алена пишет, двор становится бассейном при малейшем дожде около Корсо. Ну, Сипайлова. Это, опять-таки, общеизвестная уже традиция, да, за несколько десятилетий. Кстати, я сам жил неподалеку непродолжительное время по адресу Гагарина 30, а также по адресу Гагарина, Рыльского 28, знакомые места, знакомые дворы. И, конечно же, прекрасно помню, как при малейшем дожде дворы становятся бассейнами. И ходить было возможно мне часто только по бордюру, если умеешь, если можешь, как говорится. Я не думаю, что сейчас ситуация особо изменилась за 20 лет. Таким образом, стихию пережили, а переживем ли следующие стихии? Это вопрос, как говорится, да? К новостям республики. Горнодобывающие предприятия Башкортостана нуждаются в молодых специалистах, заявляет издание «Коммерсант» в Башкортостане. Как-то вроде все тихо вокруг Кыргызстана в последнее время. Мы понимаем причины этого. Активисты запуганы, либо находятся под ограничениями определенных действий, как Урал Байбулатов. Говорить об этом некому. И, скорее всего, геологоразведка успешно там продолжается. При этом горнодобытчики теперь уже даже и не выступают особо с какими-то обещаниями и увещеваниями. А зачем? Никто не беспокоится, никто их не трогает, никто не дергает. Поэтому зачем лишний раз сотрясать воздух, думают они. Зачем что-то обещать? Так, глядишь, тихонечко предыдущие обещания забудутся. Начнем разработку, добудем медь, разворошим Кыргызстан. И взамен отдавать ничего не надо будет, думают они, и думают вполне справедливо. Именно так бывает в обществе, в республике, в стране, где люди поражены в своих правах, где полностью они лишены возможности отстаивать собственную точку зрения. В это же самое время пропагандистские публикации выходят в таких изданиях, как «Коммерсант».
Они пишут, что проблема нехватки специалистов – одна из самых острых для российской промышленности, и горнодобывающий сектор – не исключение. По данным рекрутинговых агентств, спрос на персонал в отрасли в прошлом году вырос на 14-19% только за год. В Башкирии на данный момент ситуация стабилизировалась якобы, но эксперты предупреждают, что к 2030 году республиканским горнодобывающим предприятиям может не хватать до 5000 сотрудников. Поэтому заниматься их подготовкой следует уже сейчас, делают они вывод. Как отмечает старший менеджер стратегического консультирования компании «Нео» Артем Максименко, к обострению проблемы дефицита кадров привела совокупность факторов. Нас это не интересует. Для решения проблемы компании применяют комплексный подход, говорит Максименко. Предприятия развивают собственный бренд работодателя, расширяют каналы взаимодействия с молодежью и меняют свое позиционирование, делая акцент на инновационности, технологичности и экологичности. В Республике Башкортостан, на первый взгляд, ситуация отличается. По данным HeadHunter, профессиональная область добычи сырья в республике вышла из зоны дефицита кадров в 2024 году. Соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий не опускалось за 2024 ниже значений почти 5 резюме на одну вакансию. При том, что норма для рынка труда – это почти 8 резюме на одну вакансию. Как объяснили коммерсанту участники рынка, такое положение дел связано с тем, что в 2022 году остановил работу Сибайский ГОК. Высококвалифицированные бывшие сотрудники предприятий вынуждены искать работу на других производствах и даже в других регионах. Поэтому сейчас проблема дефицита кадров в регионе не стоит остро, радуются они. В республике о намерениях работать по новой схеме приема и воспитания кадров для такой промышленности сообщила ООО «Салаватская». Вот оно, вот откуда ноги-то растут. В рамках новой программы компания проводит отбор абитуриентов, которым выдаются целевые направления в ведущие вузы страны на такие востребованные специальности, как открытые горные работы, геология, маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых, горные машины и оборудование, электромеханическое оборудование, природообустройство и водопользование. Студенты, получившие целевые направления, могут пройти обучение в таких вузах, как УНИТ, Аграрный университет, Магнитогорский гостехуниверситет, Уральский госгорный университет и так далее. В общем, по сути, это рекламная статья, проплаченная статья, пропагандистская статья, у которой даже нет соответствующей плашки, что это на правах рекламы дается. Какой позор и стыд, дорогие друзья. Так. На эту тему Азат пишет, что дефицит кадров в России в IT очень большой. Россия в нейросекторе отстает от мира года на 2. Чего ж так мало-то? Побольше бы отставать надо бы. В США IT в 2025 году получило инвестиции более 4 триллионов долларов. В России 10 миллиардов. Так. Ну, ладно. Говорю, что так, победим. Окей. Какой был хороший задел в IT-секторе, да, у страны? Хорошие технологии связи, доступность, распространенность, передовые, в общем-то, технологии внедрялись в страну без опоздания от мировых трендов, даже опережая порой. А теперь своими же собственными руками все это дело загоняется в известное место. Окей. Так, а мы дальше идем. Конец лета, сельскохозяйственная страда. Пруфы пишут о том, почему же башкирским фермерам больше невыгодно выращивать зерно. Вывод такой они делают, может быть, неоднозначный, а оценочный, но, знаете ли, далеко идущий. Дело в том, что пообщались они с некоторыми фермерами, которые занимаются непосредственно на земле выращиванием продукции аграрного сектора. И многие говорят о том,
какие сейчас низкие закупочные цены на конкретно зерно пшеницы, если сузить, скажем так, круг этой самой продукции. И утверждают, что за такие деньги, за 8 рублей за килограмм в частности, это абсолютно не отчитаться потом за каждую копейку. Таким образом, фермеры говорят о том, что если ситуация не будет меняться, то они будут вынуждены сокращать посевные площади, тем самым уменьшая выход готовой продукции и тем самым, можно сказать, приводя даже к дефициту этой самой продукции, в результате чего цена может вновь подрасти, и тогда якобы будет смысл заниматься этой работой вновь. И примеры они приводят, знаете ли, прям такие очень рискованные примеры, скажем так, в наше время. Один говорит, например, мой брат живет в Америке. Там государство активно поддерживает фермеров, покрывает до 50% налогов, предоставляет дотации. Новым фермерам дают деньги и несколько лет не берут налоги. Раньше у нас хотя бы топливо во время посевной субсидировали, ведь его доля в себестоимости огромна. Сейчас нет и этого. Весь мировой агросектор существует на субсидиях. Посмотрите на Европу. У нас же нет ни нормального хранилища, ни организованной реализации. Фермер производит продукт, а продать его не может, говорит участник аграрного сектора из Башкортостана. Так что, когда в очередной раз услышите громогласные высказывания министра сельского хозяйства Хабирова лично о том, какие рекордные урожаи собирает республика, делайте поправку на то, что, вероятно, это ненадолго, даже если верить этим цифрам, либо даже они будут выдуманными, скажем так, взятыми из воздуха за счет приписок. Так, в общем, материал неплохой, надо сказать, обратите на него внимание. Тут прям хорошо проработали, пообщались с людьми. Такого рода публикации ценю, потому что их не так много в последнее время у разных СМИ республики. Практически не найдешь. Следующая любопытная новость и больная новость, хотя не без элементов оптимизма. «Коммерсант» нам напоминает известные фамилии. Академик Роберт Нигматуллин, помните такого, вышел из состава президиума Уфимского федерального исследовательского центра РАН в знак протеста против увольнения старшего научного сотрудника отдела этнополитологии Института этнологических исследований Ильдара Габдрафикова. Ильдар Габдрафиков – известный специалист, я бы даже сказал, активист политический, татарский, тут важно отметить. С начала 90-х он замечен в общественно-политической сфере. Больше 30 лет он при этом работает на своей должности этнополитологом. В этом качестве он бывал у нас в гостях на «Эхе Москвы» в Уфе, комментируя текущую повестку в республике. И вот в 2022 году его уже пытались лишить работы, но ему удалось сохраниться на своем посту. Сейчас вновь, судя по всему, его выдавливают и выгоняют на улицу, хотя на пенсию ему еще рано. Используя лазейки юридического характера, связанные с тем, что там договор истек, новый не продлили, и работодатель, дескать, имеет право не продлевать, все это дело применяют, и Ильдара Габдрафикова пытаются выжить. Вот видный ученый, статусный Роберт Нигматуллин, академик главного РАН, скажем так, всероссийского, встал на его защиту. И пока ситуация как бы зависла. Ну а в администрации главы республики, откуда, судя по всему, растут корни этого конфликта, «Коммерсанту» сообщили, что якобы конфликт – это домыслы и попытка решить вопрос неправовым путем. Администрация главы в эти процессы не вмешивается, сообщил журналистам неназванный источник в администрации главы республики.
В общем, некрасивая, неприятная история. Никаких, знаете ли, претензий в адрес Эльдара Габдрафикова нету. Никаких конкретных вопросов вроде бы никто не задает, чтобы сказать, вот человек там не справился, что-то не то делает, поэтому мы принимаем такое решение. Ничего, просто потихой человека, который способен на критическое мышление, который, судя по всему, я сейчас точно не вспомню, но, наверное, высказывался критически в адрес некоторых действий нынешней управленческой команды. Вот этого человека они хотят оставить ни с чем. Возмутительно, я вам скажу. Так. Увижу ваши комментарии по поводу предыдущей новости, да, про фермеров. Шутят ведомости, что их нужно признать иноагентами. Деды без кредитов на лошадях и сахой пахали и всю Европу кормили, да? Конечно, слушайте, до этого дойдет. Дойдет обязательно. Ага, хлеб пекут из муки низшего качества в Башкортостане, спрашивает Стобавовна. Ужасный хлеб, плохо режется, крошится, вкус желает быть лучшего, поэтому покупаю магнитогорский хлеб, свердловский. Угу. Так. Для удешевления технологии используют заменители, например, вместо сахара подсластитель и тому подобное. Это все дает плохой вкус хлебу. Интересная версия. Я, конечно, здесь не могу сказать, я внутри не был. Могу сказать, что при мне вкусный хлеб найти еще было можно, но это чаще всего была продукция не больших хлебозаводов уфимских, а каких-то частных пекарен. Там, знаете ли, я покупал хлеб еще в 22-м за 85 рублей. Правда, это была такая огромная булка, каравай. Вот, и было вкусно. Ничего подобного, к сожалению, найти за последующие 3 года я здесь так и не смог, хотя та же Германия славится обилием хлеба разных сортов и видов. Сортов там может быть и много, но то, к чему привык, найти не смог. И вот тут про Германию как раз пишут ведомости. В Германии нет хлебозаводов, там это считается продукт брожения, как вино или сыр. Поэтому технологии поколениями воспитываются, и хлеб намного вкуснее. Ну вот все так говорят, кроме меня, не знаю, я не нашел. Тот, что в супермаркете продается, он печется, собственно, в супермаркете, и мне не кажется, что это продукт брожения. Это все вот были, наверное, я не знаю, в Ашане, в Уфимском. Помните, там булки хлеба вот эти вот красивые, белые, но, в общем, там непонятно на чем сделанные. Пустые, скажем так, да, вот примерно это я, к сожалению, вижу и здесь, поэтому я бы не был столь оптимистичным. Ага, бураевский, кармаскалинский хлеб тоже сильно испортились, пишет Стобавовна. Ничего себе. Бураевский вот тоже я, кстати, любил, особенно учитывая, что его много поставляли в соседний район, для меня родной, когда я ездил туда в гости. Что ж, ну тут, не знаю даже, с чем это связано, да, вроде последние годы тот же самый урожай зерновых был хорошим, гордились им, говорили, что вот рекорды бьем на уровне республики, на уровне страны, дескать, вышли на показатели выше, чем в 1990 году. Это последние советские показатели высокие, и типа их преодолели. Почему из-за этого в итоге у нас качество хлеба портится? Тут, наверное, надо спрашивать все-таки у специалистов отрасли. Бесполезно гадать, что пошло не так. Следующая новость, замечательная, любопытная новость из вчерашнего дня, которая многие нюансы, скажем так, делает более понятными. Мы говорим про башкирскую содовую компанию и, соответственно, не можем не затронуть наши любимые шиханы. Новость в том, что стало известно, за какую именно сумму башкирскую содовую компанию продали нынешним владельцам. Значит, сумма, которая уплачена за 57,43% акций БСК, составила 17 миллиардов рублей. Эту сумму раскрыл глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. И, соответственно, данную цитату опубликовали на сайте, собственно, ведомства Росимущества. Под камерой, видимо, это не было сказано. БСК продана компании «Росхим».
которую возглавляет директор самой соды Эдуард Давыдов. Всего 11,7% акций остались в доверительном управлении Башкортостана. Росхим принадлежит управляющей компании «Финпартнер», среди учредителей которого, как минимум до марта 2025 года, была компания «Центр М», созданная олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами. Таким образом, не нужно, скажем так, цепляться или смущаться из-за того, что компания «Центр М» теперь не значится среди учредителей Финцен, что, точнее, знаете, сейчас я уточню, не нужно расслабляться, видя, что компания «Центр М» теперь не входит в список учредителей Финпартнера, и, соответственно, якобы Ротенберги теперь отношений не имеют. Мы прекрасно знаем, как эти схемы устроены, как те или иные лица выходят из списка так называемых аффилированных лиц и заменяются другими удобными фамилиями, о которых никто ничего не знает и не слышал. В общем, мы с вами убедились в том, что башкирская содовая компания де-факто перешла под контроль клана Ротенбергов, которые владеют чуть ли не половиной имущества в стране, которые одновременно считаются и строительными руками Путина и его кошельками. Ну, в качестве кошельков, знаете ли, чаще всего упоминаются другие люди, но я думаю, что эти, как минимум, тоже эту функцию почетную выполняют. И вот мы имеем, что имеем. Как бы, опять-таки, события за этой новостью вроде бы нет. Событие произошло раньше, мы об этом с вами уже много раз говорили. Но здесь в очередной раз повод вспомнить и подумать, а что же будет дальше. За 5 минувших лет, я просто еще раз напомню, сырьевая проблема БСК никак не решена. По меньшей мере об этом никто публично не заявлял. Вместо этого, если порыться в архивах, например, в интервью Эдуарда Давыдова Алексею Венедиктову от 19 августа 2020 года, там он говорил, что сырье на Шахтау закончится полностью в 2024. Тогда еще 4 года было до этого. Теперь мы заканчиваем уже жить в 2025. Можно предположить, что глубинные запасы Шахтау оказались больше, чем они предполагали. Окей. Как говорится, порадуемся этому. Ну а дальше-то что? Эти же запасы не бесконечны. При этом нет никакой информации о том, откуда БСК планирует брать сырье дальше. Соответственно, можно ли, скажем так, почивать на лаврах, продолжая радоваться тому, что случилось в августе 2020-го? Я думаю, что нет. Не умаляя значения тех событий, я все-таки вынужден, хотя бы отчасти согласиться с теми тезисами, которые на сегодняшний день озвучивает опальный соратник Радия Хабирова, ныне иностранный агент и уголовный преступник Ростислав Мурзагулов. Возможно, он, конечно, преувеличивает, знаете как, преувеличивает некоторые стороны этой истории. Он утверждает, что все защитники Куштау оказались частью игры олигархов, их развели как малых детей, и они, своими действиями привели к тому, что просто компанию одни олигархи отжали от других собственников. Я бы так, конечно же, не упрощал. Значение для гражданского общества того периода, тех событий имеет значение и еще будет откликаться, я надеюсь, в последующие годы в виде важного примера, который можно будет изучать, показывать и как-то анализировать. Но в сухом-то остатке на сегодня мы имеем лишь временный защитный, по сути, статус Куштау, который пока действует. А вот что будет дальше, мы предсказать не можем. Можем лишь догадаться, что если Ротенберги захотят забрать Куштау или любой другой шихан в целях БСК, теперь им никто не помешает. Вот это мы можем с высокой степенью вероятности на сегодняшний день утверждать однозначно. Поэтому я хочу обратиться к тем нашим зрителям и подписчикам, которые под новостью в нашем телеграм-канале вчера устроили вновь очень неприятный
дискурс, опять же, я мягко выражаюсь. А наш Женя Коноплен, который публикует новости, в качестве иллюстрации к этой публикации использовал фотографию смеющегося Мурзагулова. И, в общем-то, тем самым, наверное, даже не наверное, а точно имел целью вызвать определенный мыслительный процесс в аудитории. Может быть, кто-то должен был после этого улыбнуться, что, собственно, я и сделал, да? Кто-то, может быть, должен был задуматься. Но так или иначе, вызывающие спорную реакцию коллажи – это нормальный прием для того, чтобы привлекать реакцию публики и публику как таковую. Это нормальная, широко известная практика в публицистике, я не знаю, в газете и так далее. Тем более, что сама по себе фотография, она не несет никакого глубинного смысла, она не является дезинформацией или фейком. Это просто фотография, которая может вызвать дополнительные эмоции. Что тут у нас начинается? Вы оправдываете Мурзагулова, вы его поддерживаете и так далее. Если узко мыслить, то, конечно же, можно сделать такие выводы. Если мыслить широко, то можно сделать выводы примерно такие, какие сейчас я перед вами делаю. Мы должны признать, в части Ротенбергов Мурзагулов был прав? Был прав. Значит, соответственно, можно прислушаться к прочим его словам. Можно к определенной части его тезисов предъявить какие-то контраргументы, то есть не согласиться с ними, что мы и делаем, безусловно. То есть принижать значимость тех событий, как говорится, мы не позволим. Мы в них участвовали, мы совершили этот поступок, и Куштау как минимум тогда разрабатывать перестали. Это важно. Нельзя это нивелировать и сбрасывать со счетов. Но, компания же перешла из рук нормальных акционеров, все-таки относительно честных, в руки кремлевских олигархов, которые, в общем-то, палец об палец не ударили ради того, чтобы эта компания как-то была, существовала и дальше работала. В общем, произошел передел собственности. Возможно, он все-таки произошел не до того, точнее, передел собственности не был задуман до того, как началась история с Куштау. А просто потом они, увидев ситуацию, оценили ее и поняли, ага, замечательно, крутой актив, а мы что-то его не знали, давайте-ка заберем. Я склоняюсь к этой точке зрения, что они уже после возбудились, пришли к Путину, тот говорит, нет проблем, давайте забирайте, примерно, да? И так оно случилось. Но главное, что оно случилось. И, соответственно, как в тот момент, когда они захотят сырьевую проблему решать, они действительно спрашивать у нас с вами теперь не будут. А мы с вами не сможем ничего сделать в противовес. Вот и все. Так. Народ защищал Куштау, помним, пишет Мехди. Да, конечно же. Мурзагулов говорил, что защитники Куштау действуют на деньги и в интересах Ротенбергов. Но как вообще такое можно спокойно пропустить? Это бред. Я не знаю. Это я считаю бредом. Как минимум ошибкой. Конечно же, не было никаких денег Ротенбергов. По крайней мере, я их точно не видел. И многие, или даже все, кого я лично знаю, точно этих денег не видели. Опять же, давайте конкретно эти претензии предъявлять. Он иногда говорит лишнего, часто точнее говорит лишнего, эмоционирует, перебор. У него возникает всегда и сейчас тоже возникает. К этому надо уже быть, я не знаю, привычными, что ли. Но в остальном-то, опять же, главное это в сухом-то остатке для нас что важнее? Что Мурзагулов говорит или что Куштау в опасности? Я считаю, что Куштау важнее. И он в опасности. Давайте правде в глаза смотреть. Пока БСК не решит сырьевую проблему. Так. Почему вы не устроите эфир Габасова против Коноплина? Вот у меня мнение, что оба неправы. Оба, как дети малые, не могут успокоиться и не могут посмотреть шире на вопросы. Цепляются за какие-то детали, усугубляют, утрируют. Бесполезно это все. Я уже попытался и так, и эдак примирить
Вроде да, на словах все согласны, а потом раз какой-нибудь очередной инцидент и начинается. Вот вчерашний это самый спор в телеграм-канале, ну тому подтверждение опять же. На ровном месте. На том месте, где нужно просто посмеяться, увидев фотографию смеющегося Мурзагулова и задуматься покрепче о судьбе Куштау, начинается предъявление претензий, что, дескать, кто-то там плохой там, журналист и портит чуть ли не репутацию канала «Аспекты». Вообще за канал «Аспекты» отвечаю я. Как бы, поэтому все претензии надо ко мне тогда адресовать, если уж на то пошло. Ой. Ладно. В общем, давайте так. Мы не будем тоже лезть в дебри надолго всех этих межличностных отношений, а сосредоточимся на главной проблеме. Я уже ее 3 или 4 раза повторил. БСК не решила сырьевую проблему. И будет ее решать удобным ей способом, а не тем способом, который мы хотели бы, чтобы был использован. К сожалению, так. Так, тем временем в Башкортостане оглашен приговор некому преступнику-рецидивисту за участие в запрещенном движении АУЕ. Опять же, еще одно движение, которое де-факто, ну и де юре тем более, не существует. Значит, 42-летний Станислав Гудков осужден по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Гудков в период с мая по июнь 2022 года, в течение месяца, да, всего лишь, находясь под стражей за причинение вреда здоровью средней тяжести, ну то есть кому-то нанес вред, организовал в СИЗО ячейку запрещенного движения АУЕ. Он изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию и вовлекал в эту деятельность других арестованных. В результате его срок 6 лет и 8 месяцев. Представляете? Вот я понимаю, это типичный ЗК, да? Это не какой-то политический деятель, там, активист. Ну вот просто сидит в СИЗО, разговаривает, несет свою чепуху, ну этот бред ауешный на самом-то деле. И ему накидывают, значит, сразу несколько лет колонии. Не знаю, здесь как бы, опять же, небольшой специалист, и вся эта уголовная, даже тюремная романтика мне совершенно никак не близка, разумеется. Помню, сериалы были в нулевые, посвященные этой тематике, но вообще не мог смотреть никак это все, не понимал, не принимал. Ну, знаете, есть такое ощущение, что эти вещи, они как-то работали, что ли, принципы какие-то были у этих людей, и эти принципы, ну, зачастую заключались в том, что, ну, как бы есть понятие чести какое-то и прочее, и прочее. А сейчас что? Все это дело система выжигает каленым железом и взращивает систему единственно стукачества, да, и взаимных каких-то унижений, оскорблений. Тут вопрос, на самом деле, что правильно, что неправильно. Я оставляю его открытым, не делаю, скажем, окончательных выводов, но есть определенные сомнения, скажем так, во всем том, что делает нынешний режим. И в этой части тоже есть сомнения, так скажу. Так. Очень интересная мысль, пишет на «Ведомости». Коноплин из мира постмодернизма, где можно все высмеивать и ставить под сомнение. Габбасов из мира модерна, где слова имеют значение, и за слова нужно отвечать. 2 мира, 2 системы. Прекрасный анализ, мне кажется. Вот, конечно, слушайте, во многом именно поколенческое, как бы здесь даже имеет значение. Я говорю, по сути, люди примерно об одном и том же говорят. Цели и задачи одни и те же. Ну, один этнический башкир, другой этнический русский, окей, разница в этом есть небольшая, но это стилистическая разница. При этом оба продукты одной системы москвоцентричной, там, имперской, если хотите. Кто-то поэтому прошел чуть больший путь, разрушая мифы в голове, кто-то прошел меньший путь. Просто вот она разница. Путь-то один и тот же.
И это стилистические различия, которые не должны вызывать таких бурных противоречий, но, к сожалению, вызывают. Пусть даже и вызывают, может быть, если в конце концов это приведет к позитивному результату. Но, знаете ли, в процессе не кажется, что это может привести к позитивному результату. Я поэтому призываю остановиться здесь и сейчас и пытаться проводить между друг другом, между собой разъяснительную работу. Нормальную, цивилизованную разъяснительную работу. Это прекрасный подход. И это помогает. Знаете ли, вот ваш покорный слуга тоже не всегда был тем, кем является. Я говорю, когда я впервые услышал интервью Айрата Дильмухаметова на «Эхе Москвы» в Уфе в марте 2017 года, у меня волосы дыбом встали, и я не понимал, что это за бред. Ни много ни мало, вот так. А когда мы с ним пообщались в течение почти года в наших эфирах, вы сами знаете, как я отношусь к Дильмухаметову, кем я его называю и насколько разделяю все его, я не знаю, принципы и идеи. Вот и все. Нужна разъяснительная работа в спокойном деловом ключе, а не развешивание ярлыков и призывы к, я не знаю, там, экзекуции, как говорится. Нельзя. Это контрпродуктивно. Тем временем родители в республике жалуются на малолетнюю банду. У нас сегодня вот такой криминал, знаете ли, бытовой. Банда избивает детей и отбирает деньги. События разворачиваются в городе Октябрьском. Значит, об этом уже официально сообщил Следственный комитет. По данным телеграм-канала Мэш Баташ, члены группировки унижают других детей, отбирают деньги, бьют, оскорбляют сверстников и малышню. Значит, обращения в полицию, говорят, родители не помогают, хулиганов якобы просто вызывали на беседу и все. Попытка поговорить с отцом одного из подростков результата не дала. Рассказывают, что мужчина посылает недовольных и грозит расправой всем, кто жалуется на его сына. А председатель Следкома России, опять-таки, вездесущий Бастрыкин, поручил руководителю регионального управления ведомства доложить ему о ходе расследования уголовного дела в установленных обстоятельствах. Вот, в общем-то, опять же, события. У меня нет никаких данных, каков этнический состав банды этих самых хулиганов и во многом головорезов. Нет. Поэтому я, конечно же, не разделяю попытки того же самого Руслана утверждать, что это все русские, значит, терроризируют нерусских. Ну нет. Ну нет таких данных, нет подтверждений. Есть даже косвенные данные, что главарь как раз-таки имеет как минимум нерусское имя. Вот в этом же, кстати говоря, в том числе причина разногласий наших товарищей. То есть в политических целях тот же Руслан, он готов тут же, как говорится, поставить диагноз, объяснить, кто тут какой национальности, кто во всем виноват. С точки зрения журналиста, Женя считает необходимым все-таки фильтровать информацию, проверять ее и совершенно правильно делает, прежде чем делать выводы. И это такие, знаете, стилистические разногласия. Ну, кто-то в политических целях действительно, наверное, имеет право утрировать, а журналист не может с этим соглашаться, он должен с этим спорить. И это нормальный рабочий процесс. Вот, может быть, мы узнаем на самом деле, что за этой бандой какой там этнический состав, какие возрастные там у этих ребят характеристики, вообще откуда они, там, из семей, из детдомов, из деревни, из самого Октябрьского, черт его знает, там все может быть. Единственное, что мы можем констатировать в этой истории, что, смотрите-ка, банды-то никуда не ушли. Говорили, что в 90-е там подростки, значит, сбивались в банды и вели себя непотребным образом. Пожалуйста, вот век интернета и гаджетов, когда подростки вроде бы сидят только в интернете и никуда не ходят. Отнюдь, вполне себе вон вышли на улицу и занимаются этими непотребствами. Хорошо это или плохо? Ну, скорее плохо, чем хорошо, конечно. Ой. Я понимаю, Азат, вашу шутку. Знаете, хорошо
Очень весело следить за конфликтом. Я думаю, что вы просто договорились ради хайпа. Давайте будем так считать. Совершенно верно. Вот. Нет новостей вроде бы порой, а они все равно есть. Есть что обсудить, есть где эмоции какие-то выплеснуть. Прекрасно. Давайте к этому относиться именно так. Я же уже на днях говорил, что можно благодарить даже за бесплатный пиар в этом смысле. Но нет, тяжело это тяжело эмоционально. Причем не мне в большей степени, да, а тем, кто в этом участвует, как мне кажется. Вот. Малолетняя банда – это вот буквальное воплощение идеологии АУЕ. А это производное от русской культуры, пишут «Ведомости». Ну, тут опять же прекрасная формулировка. В общем, так. Дальше. Некому экс-гендиректору Башнефти вынесли приговор за попытку мошенничества. Но это не Урал Рахимов, а это некий, знаете ли, как его зовут-то, господи? Гимран Габитов. Кто-нибудь помнит такого? В общем, гендиректором Башнефти он был очень давно, в 2005-2007 годах. Также, значит, что тут случилось? Якобы была попытка мошенничества не только у него, а еще и у какого-то предпринимателя, имя которого мне тоже неизвестно. По данным пресс-службы суда, подсудимые вместе с подельником, дело которого выделено отдельное производство, попытались путем обмана похитить $300 тысяч. Когда это произошло, где пытались похитить, никаких данных. Но очень любопытно, как из долгого ящика вытаскивают такие, мягко говоря, протухшие дела и людей отправляют за решетку. Что это, интересно? Опять же, внутривидовая борьба, грызутся в банке, значит, змея, значит, жаба с гадюкой, или что это вообще? Любопытно. Так. Не имеет большого значения, я думаю, на сегодняшний день подобного рода события и новость. Зато имеет значение новость, о которой мы вначале упомянули, и сейчас хочется подробнее остановиться. Президент Азербайджана Гейдар чуть не сказал, хотя оговорочка, надо сказать, не лишняя. Ильхам Алиев назвал вхождение страны в состав Советского Союза российским вторжением и оккупацией. В общем, назвал вещи своими именами. Что есть, то есть. Тут, в общем-то, далеко ходить не надо. Если не читать официальные учебники, которые сейчас утверждаются Мединским, то широко известно, каким образом сформировался Советский Союз после падения Российской империи. Поначалу большинство окраин получили статус независимых государств, а потом силой были присоединены Красной армией к большевистской России. Именно так Советский Союз сформировался. Впрочем, как и вся империя, в течение многих столетий формировалась также именно этим способом. Азербайджан в этом смысле красноречивый пример даже того, как он именно входил в состав советского государства. Это озвучил Алиев. И что тут началось среди патриотов и зетников? Мягко говоря, одни места у них прям таки в мыле, в поту, значит, стали буквально в процессе того, как они об этом стали писать комментарии. Важно другое еще. А также Алиев заявил, что не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявления агрессии или неуважения к нам. Также он высказался в поддержку территориальной целостности и независимости Украины. Тот случай, когда, несмотря на определенные издержки собственной репутации, хочется стоя аплодировать этому государственному деятелю. О каких издержках я говорю? Я говорю о том, что он наследовал власть от отца. Это, скажем так, не наш путь, нам этот путь не нравится.
Он, в общем-то, так же, как и многие другие лидеры постсоветского пространства, является авторитарным лидером, который не собирается уходить со своего поста до конца жизни. Это все то, что нам никак не нравится и не одобряется. Ну, знаете ли, с точки зрения государственности Азербайджана, он действительно добился успехов, скажем так. И вот сейчас занимает крайне конструктивную позицию. Вот. При том, что интересно, его отец был не просто первым, там, ну не первым, ладно, а значимым президентом независимого Азербайджана. Он был видным политическим деятелем Советского Союза, членом Политбюро был Гейдар Алиев, то есть одним из высших государственных деятелей всего советского государства. Сейчас его сын говорит, как советское государство на самом-то деле сформировалось, каким образом оно силой присоединило, в частности, Азербайджанскую республику к стране. Чем больше таких будет, знаете ли, высказываний, чем больше будет признания очевидных фактов, тем лучше. Может быть, опять-таки, какое-то количество людей прислушаются, задумаются и зададут сами себе вопрос, а все ли у нас в порядке вообще с точки зрения восприятия действительности и анализа истории. Так, Римма просит Лилию Чанышеву в эфир, она не хочет, она не отвечает. Азат пишет, да что Чанышева может сказать интересного? Она просто очередной представитель ФБК, со всеми ссорится, нуль пользы. Так. Ведомости пишут в поддержку Ильхама Алиева. Приготовлю сегодня себе казан гянджинского плова с сухофруктами. Прекрасно. А Азат писал, что у него есть знакомый в Уфе азербайджанец, небольшой бизнес. В итоге видел буквально вчера, что переехал в Уфу. Да, и в Баку, конечно. Но с учетом того, что сейчас разворачивается, то есть на государственном уровне идет официальная такая, может быть, не травля, но охлаждение отношений. На низовом уровне это все считывается как сигнал к действию. И, конечно же, любой азербайджанец в России находится в группе риска. Потому что, извините, там любой мент может его всегда поймать, запытать, унизить, убить в конце концов. Потому что он чувствует, что сверху дают зеленый свет к этому. И да, это действительно, ну скажем так, существенный риск, который нужно осознавать и понимать. Окей. Ну, на самом-то деле, если уж возвращаться к вашим предложениям по поводу интервью, я бы с удовольствием пообщался с Лилией Чанышевой, но она вообще не на связи. Вот. Айгуль Леон, вы предлагаете также вновь позвать? Ну да, наверное, стоит. Вот как только ресурсов чуть больше станет, давайте так, я как только сдам все-таки свой базовый экзамен по языку, мне его надо будет сдать в обозримом будущем, вот тогда мы, может быть, будем располагать большим запасом времени и сил для того, чтобы делать больше эфиров и включений. Пока, к сожалению, есть необходимость решить насущные вопросы. За меня их никто не решит. Вот. Юру музыканта. Из чего захотели? Я бы с удовольствием. Но, знаете, есть люди, которые не то чтобы там нам не дают интервью, а в принципе очень редко дают интервью. Тем более Юрий Шевчук, я не представляю себе, чтобы он давал интервью через Zoom. Все его интервью – это всегда качественная работа с операторами в студии, в помещении, с живым общением и так далее, и так далее. Это, по-моему, сейчас невозможно никак технически. Вот. Моего знакомого торговца на Гурьевском рынке десятки лет покупал у него хороший чай, тоже выдворили в Азербайджан. Какой ужас, какой ужас. Конечно, азербайджанцы в этом смысле очень много пользы принесли конкретным жителям России, поставляя им в том числе вкусные, качественные, разнообразные продукты питания. Ну ладно,
Значит, и под завершение, смотрите-ка, сегодня час фактически, ничего себе, рекорд прям для одиночного эфира. Глава республики поручил обеспечить безопасность школьников, но не всегда, а только в День знаний. Ну, по крайней мере, я делаю такой вывод, если читать заголовок в Вашингтоне. Значит, он об этом сказал тут на каком-то заседании, в общем, и призвал все силы и средства бросить на эту цель. Вот, в общем-то, в этом заголовке, в этих словах вся сущность нашей власти. Ради каких-то разовых акций мы готовы бросить все силы и средства, а чтобы обеспечить работающую стабильную систему той же безопасности, мы делать ничего не будем, потому что понимаем, что это очень тяжело и сложно. По-моему, тут дополнительные комментарии излишни. Спасибо, друзья. Низкий вам поклон еще раз. Не забудьте про лайки и комментарии. Увидимся с вами в эфире уже завтра. А пока хорошего дня и всем пока.